Без освобождения оккупированной территории никакого мира не может. Точно. Перемирие может быть, другое может быть, но остальное мир может быть только после освобождения оккупированной территории. Мы всегда говорили, что эти Минские соглашения в 2016 году, вот, что они там прекратили, ну, это тактика русских везде. Мы наблюдаем это и в Карабахе, и в Абхазии, и в Осетии Южной, и в Молдавии. Везде они начинают конфликт какой-то, потом заморозили и ждут. Когда им надо, они зажигают спичку и все, и начинают. Поэтому здесь тоже было, прекратили они, там заморозили. Здесь как бы некоторые думали, там немножко успокоились. А к тому времени они активно готовились к полномасштабному вторжению, и мы это увидели, как они попробовали захватить. Ну, то, что у них не получилось, это понятное дело. То, что они подкупили каких-то людей там со стороны там Херсона, таких продажных не везде, поэтому здесь они почувствовали, что не так просто захватить и Киев, и Украину. За 2 дня, за 2 месяца, за 2 года у них ничего не получилось. Да, действительно, они сейчас разрушают города, стреляют с ракетами, там, бомбами, закидывают, хотят запугать людей. Ну, я думаю, у них это не получится, потому что уже слишком много крови пролито и слишком большая цена заплачена. А вот те, что сейчас пытаются эти переговоры, ни в коем случае, ни одному слову русским верить никогда в жизни нельзя. Потому что на перемирие, на переговоры они идут, когда им тяжело, когда им надо делать какие-то маневры, подготовку. Тогда да, они там заключат какие-то соглашения, там месяц или там полгода. И потом, когда их подготовка закончится, любой день они начнут и обвинять, естественно, нашу сторону, что там где-то напали, где-то там открыли огонь, так как они это везде делают, и вот в нашем случае тоже переговорный процесс прошел, перемирие прошло, вывод войск, потом встретились президенты обеих стран, заключили договор между странами о признании друг друга. К тому времени они 3 года готовились и убрали всех свидетелей этих мирных переговоров, этих процессов. Лебедя убили, Рохлина убили, Ельцина убрали. Всех убрали, и эти КГБисты взорвали собственные дома, обвинили нас и начали Вторую войну. Первые шаги уже сделаны. То, что можно было делать на месте, мы уже сделали. Значит, сейчас продолжим. В Дагестане нашли преступников. Все сидят, здесь тоже найдем. Сейчас посадим. И все верили им тогда, потому что везде, во всех каналах, во всех источниках они рассказывали, что на них напали, что их там взорвали, хотя проколов у них достаточно было. Ну, они бессовестные люди, у них нету ни совести, ни чести, ни веры. Они безбожники, поэтому они применят все, что угодно. Поэтому верить им ни в коем случае нельзя. Как бы даже, ну тут опять же, не все зависит от них, не все зависит от Украины. Тут Европа вмешивается, Америка вмешивается, там Турция, там арабские страны. Там. Поэтому надо тут быть очень аккуратным, чтобы кто-то там, кто организовывает эти встречи, там, ну, опять же, это виднее должно быть политикам, мы не политики,
Мы обычные, простые солдаты, поэтому мы не вмешиваемся туда. Но все-таки мы слышим, тоже видим, анализируем. И верить им нельзя, поэтому надо быть очень-очень внимательным, аккуратным. Даже если на 100 лет они заключат какие-то перемирия, каждый день надо быть готовым к войне.